независимо от ратификации заинтересованными государствами положения Римского статута. Несмотря на такую очень длинную резолюцию, сегодня мы говорим о чем? Мы говорим о Международном уголовном суде. Изначально я хочу дать пояснение, чтобы другие команды в дальнейшем не запутали игру. Мы говорим о Международном уголовном суде, не о том суде, который там который является Международным уголовным судом ООН. Мы говорим о суде, который действует в рамках Римского статута, чтобы просто было, который был принят 17 июня 1998 года, если что. О чем мы сегодня говорим? Сегодня мы живем в мире, когда... вопрос, чтобы не было вопросов? Да. Покажите разницу между тем судом и ООН. Спасибо. Посмотрите. Римский статут, получается, смотрите, там ты можешь подавать дела и там рассматривают практически любые заявки. А в Международном уголовном суде при ООН только по инициативе ООН, если они видят какие-то преступления. Смотрите, мы сегодня говорим о мире, когда мир идет к какой-то глобализации. Сейчас практически во всем мире мы наблюдаем то, что, например, преступник из одной страны просто получил политическое убежище и уехал там, и из-за того, что в этой стране нет никакой экстрадиции, он остается таким, получается, вне рамков закона. Например, так было с Максимом Бакиевым. То есть сегодня мы живем в таком мире. Можно вопрос? Нет, извините. Сегодня наша палата хочет очертить такую модель мира, когда над всеми вот этими судами каждой из стран будет такой суд, который будет действительно иметь свое единое законодательство. Так же, как, например, все религии мира, у них есть, у всех религий есть какие-то общие черты, там, не знаю, не убей, не укради и так далее. То есть сегодня мы также хотим, чтобы был какой-то орган, который стоит над всеми и который будет контролировать практически любые преступления, независимо от того, ратифицировала эта страна этот договор или нет. Что мы сейчас смотрим? Смотрите, когда мы просто откроем вот этот список, да, подписавших договор, мы видим, эта страна приняла, подписала, но не ратифицировала. И из-за этого вот такие юридические вещи, как ратификации и так далее, нам мешает внедрить вообще принять или судить этого человека, независимо от того, ратифицировала эта страна этот договор или нет. Вот что нам мешает. И сегодня мы хотим уйти от этого всего, и мы хотим создать единый орган, Международный уголовный суд, который будет судить независимо от того, ратифицировала страна этот договор или нет. Смотрите, я хочу сделать второе уточнение. Сегодня мы не говорим о реализации. Нет, извините, я объясняю, послушайте. Сегодня мы не говорим о реализации, о том, сколько стран будут участвовать, кто даст деньги на содержание и так далее. Нет, мы отходим от этого всего. Мы говорим о ценностях. О ценности того, нужен ли этот единый орган, который будет контролировать всех государств и следить за выполнением вообще справедливости и наказания преступлений. Мы не говорим о механизме. Смотрите, первый аргумент. Первый аргумент – это то, что люди будут бояться наказания. То есть сейчас, если мы имеем в статусе КВО, что какой-то преступник там ограбил, например, Максим Бакиев, уехал там непонятно куда, получил политическое убежище в стране, где нет экстрадиции, и мы его не можем достать. То есть такие вещи, они есть. То есть мы хотим предотвратить, во-первых, чтобы люди перестали бегать из одной страны в другую, и чтобы мы не и добивались того, что мы не можем просто их достать, потому что он уже гражданин другой страны, и по закону этой страны мы не можем этого человека судить по вообще общепринятым законам. То есть эта проблема сейчас очень популярна, очень много людей, которые бегут от этого. Сегодня мы говорим о том, что вот этот единый, вот этот орган, он будет контролировать, чтобы этот человек не бегал. То есть мы практически стираем все границы. То есть если он убежал в какую-то страну, уголовный в этот международный суд, у него есть право судить этого человека независимо, есть ли в этой стране экстрадиция, получил ли он политическое убежище и так далее. Во-вторых, смотрите, мы говорим о том, что будет развитие юридического мира. Как я уже сказала, вот эта ратификация, подписание, имплементация и так далее, это все мешает, понимаете? Мешает вообще всему. Почему, например, многие соглашения, какая-то часть стран подписана, а какая-то нет. Из-за того, что вот некоторые страны не ратифицируют, это не может, понимаете, развитие юридического мира не происходит. Люди не живут по одним и тем же законам. Это мешает. Сегодня мы хотим перейти на следующую ступень вообще развития юридического мира, когда будет один орган, который будет контролировать всех и судить за все преступления, независимо, подписала эта страна такой договор или нет. И сегодня... Можно вопрос тогда? Нет, извините.
И сегодня я хочу объяснить свой третий аргумент, это несовершенство мер по контролю. Смотрите, обычно у Римского статута есть 3 пункта, по которым они расследуют преступления. Это, например, геноцид, это там, я не знаю, и так далее. Смотрите, что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас, логично, что государство не будет судить самого себя за тот геноцид, который он провел в стране. И именно для этого, чтобы решать такие несовершенства в этих странах, чтобы мы могли расследовать и судить по всем законам и нормам такие страны, таких, не знаю, лидеров, диктаторов и так далее, нам нужен один орган, который будет решать все эти проблемы, потому что на местном уровне, то есть на уровне того, что государство само будет судить себя, это невозможно. То есть так, например, судили там, я не знаю, Муаммара Каддафи и так далее, да, то есть мы сегодня добиваемся того, чтобы в мире было все-таки совершенство, чтобы в любом случае, если даже государство сделало против себя какие-то действия, чтобы это было наказано. То есть сегодня мы выступаем за модель мира, когда будет один какой-то орган, который будет наказывать всех, независимо от того, подписала страна этот договор или нет. Я благодарю спикера за его конструктивную речь. Для следующего ответа на речи приглашается лидер оппозиции. У вас есть ровно 6 минут для того, чтобы прореагировать на пример. Господа, благодарю вас за внимание. И тема наша звучит на самом деле интересно. Но что заключается под римским статусом? Римский статус вообще подписали 139 государств, из них 115 ратифицировано на 2008 год. И тема на самом деле звучит, чтобы остальные из 139 через минус 115 вот эти государства, они подписали закон, подписали этот договор и их привлекать к ответственности. Что подразумевает под собой римский статус? Оно говорит привлекать к уголовной ответственности. Здесь не говорит обо всех делах, о делах политических и тому подобное. Здесь говорится об уголовных делах, как геноцид, как преступление войны, преступление против человечности и тому подобные вещи. Здесь не говорится обо всех делах. Это просто как прояснение к теме. Вы меня попросили, коллеги. По поводу правительства, что бы я хотел сказать? Римский император Калигула когда-то говорил, я бы хотел, чтобы у всех жителей Рима была одна голова, чтобы его отрубить. Также хочет наше уважаемое правительство. Оно хочет, чтобы все государства подписали его, и любой правитель, такие как правители мира, сильные мира сего, это какие как Америка, да, такие как Россия, которые не подписаны, Америка подписала, но вышла. Америка, Россия, Индия, Китай, они правили этим миром, потому что им легче будет. На самом деле это заключается в том плане, что им легче будет контролировать этот мир, когда все объединены, обязаны прислушиваться к статутам этого государства. Второй момент, ребят, на самом деле, если взять тему, как мы, нормально, да, то, что вот 139 государств и тому подобное, почему это противоречит, почему это плохо? У нас ООН. Есть понятие, когда ООН есть Международный суд, у которого есть Совет Безопасности. Есть похожий орган Международного суда. И он показал свою недееспособность. Почему на Ливию напали? Потому что несколько государств решили то, что он сделал плохо. И этот орган, тот же самый, как Международный Criminal Court, уголовный суд, оно подвержено политическим влияниям. То есть те государства, которые там находятся сильные, такие как большинство европейских стран, которые они могут инициировать те дела, которые им выгодны. Оно политически подвержено, да. То есть, по-вашему, Европа, Южная Америка, Африка, Канада, Австралия – это недостаточная площадка для контроля? Представьте, за кого Канада будет? Канада будет против себя кого-то инициировать? Нет, Канада будет инициировать против кого-то. Если посмотреть по эффективности, с начала подписания этого договора, с 2002 года, оно рассмотрело всего лишь 2 дела. У нас чисто с экономической точки зрения, у нас нет необходимости. До этого, в 90-х годах, когда были югославские события, когда были геноциды в Африке, там, Руанда, да, берем Судан и тому подобное, там создавали суды ad-hoc. То есть конкретная ситуация. Вот есть пример, вот эти государства, вот эти заинтересованные вокруг него соседи, и они судят. Вот это более, с точки зрения эффективности, оно более понятно. И оно более эффективно, чем постоянный суд, который может постоянно подвергаться. Второй момент, дамы и господа, который может быть очень важным для любого государства, и тем более среднего государства, как мы, это то, что в этих государств в нем нет такого четкого понимания, что такое геноцид, что такое преступление против человечности. В римском статусе нет ни одной статьи, которая описывала полноту. Там 4 строчки, которые говорят, геноцид это уменьшение, истребление или уменьшение в количестве какой-либо расы, представительства, тому подобное, пола и тому подобное.
Если так взять, они, в принципе, могут по политическим мотивам привлечь Кыргызстан к геноциду. Потому что у нас на юге истребляли, да, друг друга. Но так как государство Кыргызстан, мы, и кыргызы являются доминантной нацией, и они будут рассматривать это дело как геноцид. Потому что там была война столкновение между кыргызами и узбеками, и в этом столкновении пострадали узбеки, меньшинство. И оно посчитает это как геноцидом. Вот в чем, там нету четкого понятия, а на самом деле это внутренние дела. Третий момент, господа, это то, что этот римский статус и все международные договора, они противоречат независимости, суверенитету любого государства, которое есть. Что говорится в римском статуте? Они говорили, будет наднациональный орган какой-то, будет какая-то вещь, которая будет выше государства. По сути, мы все теряем суверенитет. А те государства, которые контролируют это, они и не подписали. США, Россия, подписала, но не ратифицировали. Они не ратифицировали. И они, по сути, правят этим миром. Их мы не можем привлечь к ответственности. Они нас могут. В этом состоит то, что мы уязвимы, когда мы подписываемся. Момент третий, дамы и господа. Почему страны, которые заинтересованы, которые подписали, в чем разница между ратификацией, кстати, объясню, ратификацией и подписанием? Переговоры и договоры, вообще есть три стадии, да? Стадия переговоров, стадия подписания, стадия ратификации. Только после ратификации, согласно Венским конвенциям о договорах, кто меня подправлял, о договорах, именно после ратификации оно имеет юридическую силу. В этом плане государства, которые подписали, но не ратифицировали, мы не имеем чисто по основанию о том, что мы все входим, когда мы входили в ООН, в Венскую конвенцию, мы не имеем права привлекать их. Чисто если взять с юридической точки зрения. Подписание, оно еще не означает то, что мы одобрили. Подписание означает то, что мы рассмотрим это дело, и возможно мы его внедрим в нашу законодательную систему. Я еще раз объясняю, дамы и господа, наши государства, сильные мира всего, хотят у нас одну голову, чтобы его легче было выбить. И мы против этого. Каждое государство должно быть свой суверенитет, и тогда мы можем решать внутренние проблемы самостоятельно и не зависит от того. Я благодарю вас. Я благодарю спикера за его конструктивную речь. Для своей следующей конструктивной речи приглашается заместитель премьера-министра. У вас есть ровно 6 минут для того, чтобы провести дебату, и прошу приступать прямо сейчас. Да, я приветствую всех присутствующих в этом зале. Уважаемые судьи, мы сегодня говорим именно о Международном уголовном суде, который был создан, фактически вступил в действие 1 июля 2002 года, не путать с Международным судом ООН, который был создан в 1945 году, да? Вот, председательствует там замечательный мужчина Сон Сан Хён, кореец. И мы говорим сегодня о чем? Сегодня мы говорим о некой модели мира. О некой определенной модели мира, в которой мы рассматриваем и прогнозируем развитие вообще мы рассматриваем место юридического мира, каким образом оно сегодня будет функционировать. Мы не рассматриваем в сегодняшнем статусе КВО недостатки какого-то римского статута, что там что-то не дополнено с точки зрения реализации, имплементации, ратификации. Мы говорим о том, что мы доказываем четкую ценность. Нужна ли нам модель мира, в котором есть надправительственный орган в виде Международного уголовного суда, который будет иметь юридическую силу назначения приговора по определенным уголовным делам, которые перечислены в этом. Если мы принимаем такую модель мира, в котором, да, мы считаем, что Международный уголовный суд, он надправительственный, тогда по логике этот римский статут будет развиваться под новые полномочия Международного уголовного суда. Поэтому все претензии, которые были озвучены к римскому статуту, они не относятся к этой конкретной ценности, потому что статус-кво, фьючер статус-кво подразумевает, что римский статут будет адаптирован под ту модель мира, которую мы примем. Следующее, сразу прояснили, понимаем, четко мы видим, что в нашей модели мира необходимо, человечество должно двигаться к тому, что в определенных случаях, когда мы видим, что местное законодательство по каким-то определенным несовершенным методам невозможно разбирательство определенных дел, невозможно это внутренним законодательством, преступление против собственного народа, угнетение, истребление, там все в этом римском статусе, геноцид, все там это перечислено. В этих случаях человечество на сегодняшний день нуждается в органе, и мы сегодня с вами обсуждаем, будем мы создавать такой орган или нет.
По поводу единой головы и то, что легче отрубить. Нет, на самом деле не будет единой головы в этом органе. И вот, я не знаю, там взяли они и вот этот орган отрубили. Это неправильно. Это коллегиальный орган, в котором теперь повлиять на ход страны, допустим, в Кыргызстане у нас творится какой-то беспредел. И на это теперь могут повлиять другие страны. И они говорят о том, что любой орган подвержен политическим влияниям. И мы считаем, что эти политические влияния лучше, чем полный тотальный политический контроль, который существует в этих ситуациях. В ситуациях геноцида, в ситуациях истребления, в ситуациях существует политический контроль существующей локальной власти. Да, будет какой-то орган, который будет подвержен политическим влияниям, но в этом статусе кво это лучше, чем тотальный контроль над локальной ситуацией. И мы вам это докажем. Они говорят о вмешательстве. Знаете, эта тема фактически, если так посмотреть, это тема о вмешательствах международного сообщества во внутренние дела государства. Да, мы все на эту тему с вами дебатировали. И здесь очень классические устрашающие аргументы о том, что международное сообщество будет вмешиваться, о том, что Америка захватит, о том, что Китай и Россия будут диктовать свои политические какие-то вещи. И я хочу сказать, что сегодня Америка вторгается в Сирию, сегодня какая-то страна может назначить какие-то вещи против какой-то другой страны, именно потому, что не существует регламентации вот таких вот отношений на уровне. Именно потому, что нет такого органа регламентированного, закрепленного, разработанного статута, потому что оно все погрязло в этой ратификации, имплементации, во всяких этих процедурах, пока мы не выполним. Ведь эту бумажку не подписал Генсек, мы считаем, что концептуально, поэтому Америка может сказать, а никто в мире не делает, не защищает этих людей, поэтому мы можем пойти вторгнуться и там замочить кого угодно. Именно за неимением вот этого органа вот это вот и происходит. И мы считаем, что когда у нас огромное количество прецедентов, когда другое государство... Сейчас, я вот тут... Давай. Okay, а вот вопрос такой, да. Если сейчас они вторгаются в эти, получается, территории... Да, что им будет мешать, да, потом вторгаться? Вам не кажется, когда у них еще будет инструмент, то это будет, облегчает их работу? Ага. Понимаешь, смотри, когда я сегодня вторгаюсь, я контролирую свои войска, да? Смотри, Раджив, я тебе отвечаю. Когда я сегодня вторгаюсь, я как страна пошел и вторгся. Условно говоря, Ильяса Нурмаметова никто не защищает. Я к нему вторглась, я говорю, так вы никто ничего не делает, у нас ничего не создано. И тут есть некий общий орган, который, не знаю, там, БДЦ, и который говорит, Алтынай, ты не можешь так вторгаться. И я иду, и там членов убеждаю, там идет политическая арена, понимаете? И я должен аргументировать, то есть я должен выполнить какие-то действия, чтобы это отправление, это затраты, понимаете? И там люди могут защитить Ильяса. Там есть другие люди, а так я напрямую на него влияю. Международный уголовный суд – это беспристрастное, огромное сообщество 160 стран, которое путем голосования и вынесения решений. И мы считаем, что против этой конкретной ценности сегодня правительство не спорило. Оно говорило о том, что если есть что-то единое, то на него легче влиять. Каким образом сегодня неисполнение этого происходит, они ни разу не объяснили. Никаким образом они не показали, каким образом контроль над локальной ситуацией в ситуации геноцида будет решаться. Случился геноцид сегодня, и что? Существующий статус-кво не меняется. Потому что, как мы видим, другие государства вмешиваются только туда, куда они интересны. Там, не знаю, там Америке куда-то интересно или еще что-то. Международный уголовный суд обязан будет реагировать на все происшествующие вещи, потому что ратификация, имплементация и прочие бюрократические вещи не будут играть. И сегодня в международном сообществе никому не понятно, что будет с государством, которое истребляет свой народ. Это не ясно. Это целая дыра юридического мира. И мы считаем, что мы должны идти к этой модели мира, в которой есть эта единая система. И против этого никто не спорил. Я благодарю спикера за его конструктивную речь. Для следующей ответной речи и для завершения дебата на первом стола приглашается заместитель лидера оппозиции. Прошу, у вас есть 6 минут. Добрый день, уважаемые свободные парламентарии, уважаемые судьи, оппоненты, конечно же, мои лояльные коллеги и, конечно же, мой лояльный коллега Айбек. Меня зовут Салтанат, и сегодня я играю на стороне оппозиции. И сегодня я буду говорить о том, что я не хочу, чтобы в мой дом заходил чужой человек и делал, что ему вздумается. Давайте начнем рассматривать ситуацию с того, что выходит премьер-министр, вообще не понимает, что такое римский статут, вообще не понимает, какие дела рассматриваются в римском статуте, и сколько дел вообще рассмотрел Международный уголовный суд вообще по сути. 2 дела, как сказал мой лояльный коллега, за все существование вообще Международного уголовного суда. Нет, нельзя. Римский статут, смотрите, мы говорим о том, что при ратификации, скажем так, подписали
39 стран. Мой лояльный коллега говорит, что и 15 из них, скажем так, они не ратифицировали этот Римский статут, и оставшиеся 114 стран, которые ратифицировали, они имеют полное право вторгаться на территорию России, скажем так, которая не ратифицировала, но подписала, вторгаться на территорию России, прикрываясь это тем, что мы хотим развить юриспруденцию во всем мире. Мы хотим мира во всем мире. Мы хотим схватить вашего человека, скажем так, Путин там в Хакасии кого-нибудь укокошил, да, там маленькое население. Мы хотим, чтобы Путин сделал, потому что он видит вообще единство мира. Всю игру Алтынай пыталась вести нас, скажем так, вообще Палата правительства хотела нас ввести в путь того, что мы хотим мира во всем мире путем того, что мы можем вмешиваться в дела независимых суверенных государств, независимо от ратификации и подписания договора как такового. Вот смотрите, яркий пример. Они говорят, мы хотим создать надправительственный орган, который будет вмешиваться в дела. Но, уважаемые, даже вон имеется 5 государств, которые имеют право вето. Такие как США, сильное государство, Китай, Россия. То же самое. Почему мы, когда Алтынай говорит, что вот США же вмешиваются в дела Сирии, да, но сейчас США будет иметь полное легальное право вмешиваться в дела Сирии путем продвижения своих интересов в Международном уголовном суде. И смотрите, еще такой же вопрос, возникает вопрос актуальности такого, вообще актуальности того, что страны будут вмешиваться в дела, например, вот яркий пример Россия, она подписала, но не ратифицировала. Страны будут вмешиваться, такие страны Европы, Уганды, в дела России? Будут ли они иметь право вмешиваться? При том, что ратификация означает это адаптирование международного соглашения к законодательству. Будет ли это правильно? Во-первых, мы полностью уничтожаем престиж самого государства как такового. Во-вторых, мы уничтожаем их суверенитет. Это означает, что миром правит Международный уголовный суд. Можно Нет, нельзя. Смотрите, это означает, что международная все знают, что такое внешняя и внутренняя политика. Можно вот внешний политический вопрос? Нет. Смотрите, и как, если государство и во внутренней политике не пришло к этой международной организации, значит, мы насильным путем, используя насилие, будем вмешиваться в их дела? Правильно ли это? Может, нет, конечно, неправильно. Дальше. Вот сейчас паузу, можно? Мой лояльный коллега говорит о том, что каждая международная организация в какой-то степени принадлежит определенным государствам. То же самое, вот, если Международный уголовный суд США подписал, но не ратифицировал, это говорит о том, что США может вмешиваться в дела во всех государствах, но в дела США никто не имеет права, потому что он не подписал, точнее не ратифицировал этот Римский статут. Есть такая вещь. Смотрите, не хитро ли это то, что сильные государства, которые имеют власть, деньги, военную мощь, они будут править всем миром. Это означает так. А можно начать вопрос? Нет. Алтынай потом выходит и говорит, почему мы должны на локальном уровне решать. Мой лояльный коллега привел пример Руанды и Югославии, когда решался вопрос, решался на локальном уровне. То есть заинтересованные государства в международном суде разрешались вопросы определенного локальной ситуации. Не вмешивали другие государства, которые вообще не при делах. Потом собирать обратно и говорить о том, что вот давайте вмешаемся в эти дела этого государства. Нет, нельзя. Дальше. Алтынай говорит о том, что политический контроль, мы должны ввести политический контроль на локальные действия, на локальные уровни. Ну, короче, вообще непонятная вещь о том, что... Господи. Сейчас можно вопрос? Не, нельзя. Не путайте меня, Алтынай. Дальше. Давайте попытаемся, разрулить ситуацию. Есть, скажем так, международный орган. Если внутренняя политика государства позволяет, скажем так, позволяет и заинтересована в этой международной организации, то она подписывает и ратифицирует, скажем так, все пункты этого международного договора, ну, вот того самого Римского статута. Если же государство не может, да, скажем, по определенным причинам внутренней своей политики, то мы никоим образом не имеем права нарушать суверенитет и скажем так, независимость государства. Мы не имеем права входить и нарушать этот суверенитет. Вопрос в суде. Нет, конечно, нельзя. Последняя минута. Дальше.
Почему уважаемая сторона правительства нам сегодня не показала, как вмешательство в дела суверенного независимого государства могут привести к определенному благу кого? Почему не было показано то что чье благо мы получим? Тех стран, которые являются участниками этого, скажем так, статута и которые заинтересованы в том, чтобы, скажем, выкачать нефть из ближневосточной страны? Или же что? Не было показано благо чего-то. На этом моя речь закончена. За решение на первых столах. Итак, мы приступаем ко вторым столам. Если приглашается член правительства, у вас есть ровно 6 минут для того, чтобы объявить ваше расширение и провести анализ первого. Большое спасибо. Я рад приветствовать всех в этом зале. Здравствуйте, уважаемые судьи, наши дорогие коллеги, наши оппоненты. Давайте немножко разживим все, что у нас тут происходит. Да, разживим. И первое, к чему я хочу обратиться, что же, конечно, творилось на первых столах. На первых столах, спасибо дорогому первому правительству. Почему? Потому что они все-таки рассмотрели как единую систему судопроизводства. Вот мы вот таким красивым словом можем это назвать. Единая система судопроизводства, которая как раз-таки будет контрольным органом, которая будет как раз-таки проводить свои мероприятия, которая будет следить за порядком во всем мире, модели мира. Сегодняшняя наша оппозиция как раз-таки говорила о том, что говорила о странах с плохими намерениями, говорила о США. Как заметка ключевых слов, хочу сразу же сказать о том, что Международный уголовный суд против него принципиально возражают США, Индия, Китай, Израиль, Иран. Вот эти страны принципиально против. США подписал в 2002 году, отказались подписывать. Они просто даже подпись забрали и ратифицировать отказались. То есть получается, вот эти все страны, мы знаем, что они сильные. Еще минута идет. Мы знаем, что они сильные, но они отказались. Это просто как еще один дополнительная информация для нашей дорогой первой оппозиции. О чем сегодня говорить? Спасибо большое. А вам не кажется, что США просто вас обманула? Сегодня мы хотим создать уголовный суд, в котором как раз таки судьи будут определять, насколько США обманывает или не обманывает. О чем сегодня первое правительство хотело как раз таки донести до вас. Если США входит в Ливию, то оно как раз таки доказывает, находит аргументы для того, чтобы войти в Ливию перед уголовным судом. Что касается нас, то мы взяли расширение, как если бы рассмотрено концептуально, то мы больше смотрим на детальность. То есть в чем вот это единое судопроизводство будет вам помогать? Основной вопрос заключается, это же вредит нашему суверенитету, это же вредит тому, что нельзя входить в страны. Но мы говорим о том, что есть Венская конвенция, которую упоминала наша дорогая оппозиция, и Женевская конвенция, которым мы подчиняемся, по которым также мы ведем ставим конституцию о правах человека, которая была принята в 1948 году, о правах ребенка, которая была принята в 1967 году. Все вот эти наши так называемые международные конвенции, мы им подчиняемся. А тут Международный уголовный суд, этому мы не будем подчиняться. О чем мы говорим? Потому что Венская конвенция сейчас как раз таки помогает единой системе прав человека и свобод человека. Она помогает, все об этом знают. То же самое, с ней люди могут тоже влиять. То есть общество, мировое сообщество может тоже с ними влиять. Но почему мы не восстаем против Венской конвенции? Почему мы все-таки основываемся на ней, строим свои конституции на ней? Значит, сегодня оппозиция боится того, что эти страны за свою безнаказанность, то есть за свои преступления останутся безнаказанными. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что... Дайте продолжим, чтобы вам было понятнее, чтобы вы потом хорошо сыграли. Я говорю о том, что есть суд, который проверен временем. Здесь всего было только против одного президента Судана. Все знаете эту историю, которая произошла в Дарфуре. Дарфур, да. И вторая история, которая произошла с Каддафи. То есть получается, вот эти две истории, эти два случая. Потому что вот этот психопат, который был в Судане, вел политику против человечества, то есть против геноцид народа. Вот это первый случай, который был реально зафиксирован, и при котором не было реакции со стороны местных властей. Если нет со стороны местных властей реакции, то получается Международный уголовный суд вмешивается. Нет такого понятия, что Международный уголовный суд вмешивается в любом случае.
Это прописано в Римском статуте. Там прописано, что если происходит такой случай, нету никакого дела, нет никакой реакции, то международное сообщество должно вмешаться, должно быть рычагом того самого влияния, должно спасти тот самый народ, который там проживает. Значит, этот суд проверен временем. В Европе, в принципе, нет сейчас никаких интересов. Сейчас, в Европе сейчас практически нет никаких интересов идти в какую-то страну ради каких-то целей. Европа на данный момент является по Женевской конвенции, Венской конвенции, все на данный момент существующие юрисдикция произошла из Европы. От кого мы увидим больше сейчас плюсов? От европейской системы, либо то, что нам говорят о том, что есть США, есть Израиль. Я как уже говорил вам раньше, США как раз является явным противником. Почему? Боятся. Боятся, что потом их там за экстрадицию, за что-то будут преследовать. Получается, сегодня мы говорим, что Международный уголовный суд – единое судопроизводство. И в этом уголовном суде есть те самые аргументы, которые мы привели. Есть аргументы, которые касаются проверенности временем, которые касаются прозрачностью, составления единой системы уголовного суда. Мы все к этому стремимся. К чему мы стремимся? Справедливости. Модели мира, в которой будет справедливость. Справедливость на данный момент нужна как нашей оппозиции, так нужна и нам. Так мы в своем случае, как второе правительство, говорим, что вот по таким-то точкам на данный момент наша международная уголовная система ничем не хуже той же самой Венской конвенции, ничем не хуже той же самой Женевской конвенции. Мы говорим, что наша политика, если сейчас основываться на том, что да, там заходит или там не заходит, то лучше, конечно же, ориентироваться на ту систему, при которой государства, не ратифицирующие свое, так сказать, вот этот договор, вот 15 секунд на завершение речи есть? Уже все? И, короче, они не будут, и там дальше продолжат. Все хорошо. Конструктивной речи приглашается член оппозиции. У вас есть ровно 6 минут для того, чтобы отреагировать на данное расширение. Спасибо, Канал, за то, что разживил игру. Итак, вообще я сделал вывод для себя очень большой. Оказывается, Айбек очень милосердный человек, серьезно. Вот тут выходит Айджана, ну вот вы вспомните, что она говорила? Она говорит, что мы создаем некий орган, куда мы все можем обращаться по любому делу, и который может это все там решать, рассматривать эти все дела. Ну полный бред вообще, премьер-министр не справится со своей задачей. Правительство уже проигрывает. Ну, Айбек милосердный человек и опровергает единственный такой маленький кусочек про то, что говорила Айджана, это про то, что вот этот наднациональный орган, он будет эффективен против этих злых диктаторов, злых там Муаммаров, Каддафи и так далее. Но в чем заключается основная мысль? Основная мысль заключается в том, что любой международный орган, он работает только на благо больших государств, которые рулят в этом большом органе. Даже вот что бы там не было прописано, вот когда тут наивно, я не знаю, верит он действительно или нет, он говорит, в Римском статуте же прописано, что и вот Соединенные Штаты их же будут преследовать. Соединенные Штаты вторгаются в Сирию без санкций ООН. То есть Соединенные Штаты могут игнорировать абсолютно все ваши прописные истины, абсолютно все ваши там писюльки, мисюльки, пофиг вообще, понимаете? Они просто вторгаются, если им это выгодно. Вследствие этого, нет, простите, у вас было время не использовать. Вследствие этого я задаю вопрос. А какими методами принуждения обладает этот международный суд? Вот каким образом международный суд может заставить США исполнять все эти законы, которые там установлены? Это очень важный вопрос, потому что чем тогда это отличается от ООН, от Международного суда ООН и так далее, которые на сегодняшний день не работают? Далее, Алтынай говорила, что по какой-то там логике он будет развиваться в какой-то большой юридический институт, который там будет якобы таким классным. Этот юридический институт будет работать только на те большие страны, которые на сегодняшний день доминируют в мире. Все, достаточно. Просто не использовано времени. Нет. Далее, в чем заключается наше расширение? Мы считаем, что этот международный институт, он не только не будет работать на благо, но в отличие еще от других международных органов, он несет вред. А несет вред тем, что, допустим, сегодня ООН санкционирует ввоз в какую-либо страну, и в дальнейшем оно несет политическую ответственность за состояние в этой стране. Теперь же этот орган рождает такой инструмент, как, вот, допустим, нам, Соединенным Штатам, Китаю, России,
там, европейским странам. Мы хотим качать, как они говорят, качать нефть допустим, из Ближнего Востока. Мы просто судим этого человека, меняем там власть, абсолютно нам все равно на политическую ситуацию, мы туда не вмешиваемся. Мы просто сменяем эту верхушку, убираем ее и ставим свою. То есть на этот раз это гораздо более опасный инструмент. Это инструмент вот этого международного законодательства, который просто будет менять головы и делать там все, что они захотят. Далее, очень важный момент. Вот все здесь кричали, что суверенитет нет, что суверенитет это очень важно, о том, что суверенитет, что это так страшно, когда суверенитет разрушается. А опасность заключается в том, что контролировать государство или ту или иную территорию народу легче, чем более оно маленькое. То есть в сущности, вот эти тоталитарные режимы Муаммара Каддафи, того же Каримова, люди поддерживают этих людей. Люди поддерживают, и у них гораздо больше возможностей проконтролировать свою власть, чем если эта власть будет находиться где-то очень вверху. То есть вот когда нами управляет кто-то там в Брюсселе или в Нью-Йорке, вот этот международный орган, штаб, нам гораздо сложнее, как людям, как гражданам, проконтролировать процесс управления нашей страной. То есть вот этот наднациональный орган, это в принципе создание некой наднациональной структуры. Территории государства и законодательство государства уже не имеют никакого значения. И нам, гражданам, гораздо сложнее проконтролировать вот этот процесс. Далее, вот один политолог, очень известный политолог, он сказал, что всем известно, что общее никогда не бывает по-настоящему общим. Всегда управляет кто-то один. И будущее не за глобализацией, будущее за противостоянием союзов государств. То есть глобализация это в принципе та система, где будут управлять Соединенные Штаты Америки, Франция, Англия, страны, которые на сегодняшний день имеют тот самый инструмент принуждения. Вот они обладают инструментом принуждения. Кыргызстан не обладает инструментом принуждения. Таджикистан не обладает. Муаммар Каддафи не обладает. А эти страны обладают. И поэтому Международный суд будет пользоваться именно этими инструментами. Вследствие этого эти страны будут управлять нами, господа. Хотим ли мы такого будущего? Мы с Радживом не хотим, и я думаю, я сам тоже. Нет? Спасибо. Благодарю спикера за его активную речь. Для завершения нашего сегодняшнего дебата в полуфинале для первой аналитической речи приглашается секретарь правительства. У вас есть ровно 6 минут для того, чтобы подвести итоги. Артем, я думаю, люди добрее, чем ты думаешь. Смотри, в данном случае мы говорим про то, что первые столы говорили о том, что им будет легче контролировать мир. О чем я говорил, Артем, то есть определенные механизмы, которые эти злые люди, эти сволочи, эти орки какие-то там сидят и управляют нашим миром, и они с помощью этих механизмов каких-то будут управлять нашим всем сознанием, нашим законодательством. У нас существует такое понятие, как ООН, у нас существует такое понятие, как Венская конвенция, Женевская конвенция. С помощью них по системе оппозиции можно полностью контролировать мир. То есть тотально можно контролировать мир, и именно этим могут заниматься вот эти вот главные страны. Но они этим не занимаются. Они этим не занимаются, понятно? Потому что ООН были против. Вот в чем, вот, ничего. Господи, видите, нормально. К тому же, давайте посмотрим. Я вам хочу наглядно показать систему, про которую они так красиво говорят. То есть придут к Путину, его свергнут и под предлогом того, что они кого-то убили, какой-то продавцов. И Путин такой: господи, что мне делать? Я же подписал эту конвенцию. Господи, господа, дела совсем ведутся по-другому. Так как есть определенный подконтрольный орган, который не может превышать своих каких-либо полномочий. И это все прописано уже в законодательстве Международного суда. И если он будет это все делать, то он фактически сам себя изолирует от вмешательства в эти самые страны. Нет, Айбек. По поводу, смотрите, Венская конвенция. На примере Венской конвенции. Мы говорим, они согласны с тем, что когда мы будем разбирать вот эту всю систему, Венская конвенция, то есть ссылаясь на Венскую конвенцию, мы можем понимать, что это противоречит каким-то законам. То есть вот,
они сами согласны с тем, что единая какая-то система по всему миру, она помогает нам в принятии каких-либо решений. И в данном случае это тоже есть единая система управления государствами. Почему Артем сказал, что нам сложно это будет делать, сложно будет какое-либо наше законодательство подвергать под этот вот римский статут. Об этом говорил мой сокомандник. Он говорит про единую систему судопроизводства. Нет, не мешайте, пожалуйста. Единая система судопроизводства, она намного облегчит вот этот вот весь процесс, так как у всех будут единые законы, и люди будут понимать, нет. Господи. Итак, смотрите, какое они нам дают оправдание. То есть оправдание единой вообще системы, что они говорят в минусы единой именно системы? Они говорят, что это плохо скажется на имидже страны. Господа, мы практикуем вообще, у нас есть такая практика уже на протяжении 2 столетий. И это все нормально. Это есть плюсы глобализации. И глобализация это неплохо, господа. Благодаря глобализации мы сейчас все можем дебатировать. Благодаря глобализации мы сейчас не скачем на лошадях, господа. Именно поэтому мы говорим, что глобализация в данном случае намного лучше, нежели чем то, чего боится Артем. Можно о Путине вопрос? Нет. По поводу уточнения, небольших уточнений. Смотрите, мой коллега сказал, что в этом всем прописано то, что если нет судебного вмешательства, то есть есть какой-то прецедент, есть какое-то преступление, которое должно наказываться по законам данного государства. Но данное государство, то есть суды данного государства никак не обращают внимания на вот эту проблему. И тогда, только тогда, когда весь народ понимает, что существует какая-то проблема, и ее не решают на уровне государства, на уровне каких-то локальных, территориальных каких-то стран, то мы понимаем, что должны какие-то определенные дополнительные органы вмешиваться в эту страну, так как более верховного органа, чем правитель данной страны, у нас еще нету. То есть влияния никакого мы не можем оказывать на него только через какой-то верховный орган. То есть, мы понимаем, что нарушение уже есть зафиксировано, но по нему ничего не сделали. По поводу того, что делать хуже, то есть расширение данной позиции было то, что этим самым они делают хуже. Это не расширение, господа. То есть про это мы уже говорили с первых столов. Про то, что это усложнит нам, мы говорили с первых столов. То есть сегодня мы можем говорить, то, что у нас нет расширения. Нет, не надо тут кивать. Спасибо. Так вот, смотрите. Сегодня мы говорили, что на первых столах мы говорили про модель мира. Модель мира, которую противопоставили просто имидж стран, то, что пострадает имидж стран. На вторых столах мы видим то, что мы говорим про нарушения, которые уже есть. Прописано в законодательстве данного государства, которое мы рассматриваем. Неважно, какое оно. И мы видим то, что его никак не решают. И именно этот данный суд должен решить его. И это действительно система, которая поможет нам. Во-вторых, мы видим то, что эта система, она не будет никак коварно использоваться, так как у нас есть многие системы такого влияния. Так, мы привели пример Женевской, Венской конвенции и ООН, и они не используются. И в данном случае мы можем говорить, что эта система тоже не используется, потому что, как сказал мой коллега, она проверена временем. За все это время посадили югославцев, то есть никого... Да. Посадили различных хорватов, то есть вот таких людей садили. Мы говорим, что только 2 президентов каких-либо стран сажали. То есть, если был какой-то определенный очень яркий прецедент, он был действительно по какой-то определенной очень яркой причине. И просто беспричинных каких-то внедрений в государство не было. 30 секунд, 15 секунд, пожалуйста. Итак, сегодня мы видим то, что расширение со стороны второго правительства никак не было обжаловано. И расширение со стороны второй оппозиции делать хуже, и нам это не очень поможет, это не есть расширение, так как об этом уже говорили не косвенно, а именно напрямую на первых столах. Спасибо. Я благодарю спикера за его аналитическую речь. И для завершения сегодняшнего полуфинала
Я призываю к трибуне уважаемого секретаря оппозиции. У вас есть ровно 6 минут для того, чтобы завершить этот дебатный раунд. Спасибо большое, уважаемые дамы и господа. Сегодня уже все мы видим, что победила не наша команда, а просто глупость со стороны правительства, и причем целостная. Почему первое правительство проигрывает? Потому что целостности игры не было. Она испортила игру, потому что была игра на ключевых словах. То, что уже говорит о том, что не целостность. Ну, я понимаю, что вы хотите выиграть, я понимаю все. Окей, ничего. И основная идея, которая оспаривалась, это в том, что вот есть проблематика, то, что есть плохие правители, и как с ними бороться. И главное наш ответ на это, мы не против того, чтобы боролись против вот этих плохих людей. Вопрос, как мы будем бороться, и как мы будем в дальнейшем использовать эти методы. Теперь объясню первый момент. Будет ли влияние или не будет влияния? Вот это главный вопрос, который мы обсуждали. Сегодня я доказываю еще одним моментом. То есть изначально тезис был сказан. Почему будет влияние? Потому что мы спрашивали, кто это создает? То есть, естественно, все мы. То есть, получается, финансирование будет со стороны всех государств. Но, естественно, развитые страны будут вливать больше. То есть, уже логично, что кто будет влиять. То есть, отсюда мы исходим, то, что то, что кинул Артем, точнее, я защищаю благодаря тому, что я доказываю еще одним моментом, что будет финансирование с развитых сторон. Он объяснял это, я дополняю. Следующий момент. Просто делаю такой, смотрите, он говорит, мой лояльный коллега говорит, в США вторглись. Вот сейчас США вторглись без ничего. Он никак не влияет. На что выходит и отвечает. И вот у нас много конвенций, и никто же ничего не делает. И тут вопрос, если никто ничего не делает, почему мы так плохо живем? И тут, смотрите, мы говорим, что уже вторглись, есть проблематика. Но в данном случае он утверждает, что ничего нет, все нормально, все хорошо. И дальше выходит, нет, на самом деле вторгается, но это вызывает диссонанс в обществе. И теперь нужен новый инструмент, чтобы не было диссонанса в обществе, чтобы в дальнейшем вторгаться очень легко было. То есть в данном случае, если мы приносим ту модель, которую они говорят, то диссонанса в обществе не будет. Потому что уже можно несанкционированно входить в любые страны под любым предлогом. Уже на ООН мы не смотрим. Понятно, да, здесь? Надеюсь, это очень понятно, это очень хорошая идея, которая просто первое правительство и второе правительство просто на это забивает. Это новая структура, без диссонанса в обществе заходить в страны, и чтобы делать все, что мы говорим сегодня о вероятности. Вероятность существует, а вероятность того, что они будут делать плохо, потому что финансирование. Вопрос, который был для да, конечно, да. Я не боюсь. Спасибо большое, я вам две речи пыталась спросить. Раджиф, есть же разница, я сейчас просто к тебе домой зашла, и как это производится через суд? В вашей модели мира нет никакой разницы. Но мы же понимаем все, что это есть разница. И вот тут мы отвечаем расширением с вами, мы говорим, вот именно модель ужасна, потому что мы убираем правительство, и в дальнейшем мы не исправляем те ошибки, которые мы сделали. Мы просто убираем правительство, об этом говорю. То есть политической ответственности нет. И это было наше расширение. И просто нужно было слушать Артема, а не злиться. Следующий момент. Насчет суверенитета. Все говорили о суверенитете. Вот почему нам нужен суверенитет? И просто гигантским образом мой лояльный коллега доказывает, сущность суверенитета заключается в том, что решать проблемы на локальном уровне быстрее и эффективнее. Потому что внутренние проблемы мы знаем лучше, чем за бугром. И вот этот момент, уважаемые лояльники, никто не отвечает. И это очень важный момент. Почему? Потому что сегодня мы оспариваем суверенитет каждого государства, которое ложит под это ответственность. И сегодня Палата правительства не предоставила ни одного аргумента, почему мы имеем право нарушать суверенитет. А мы доказали, почему не имеем права нарушать суверенитет. Следующий момент. Насчет диссонанса я сказал, насчет влияния я сказал, суверенитет мужа я сказал, какие методы. Насчет расширения второго правительства. Вот смотрите, я сегодня, если я выйду и по-другому объясню то, что делал Алтынай, это является расширением? Но если то же самое, но детально. И в данном случае, смотрите, в чем ошибка их. Римский статут. И мы сегодня обсуждаем его. Они говорят о том, что мы забиваем на эти ошибки Римского статута. Мы говорим о будущих проектах. Но зачем? Вопрос, зачем ставить свой дом на изначально плохом, не разработанном механизме? Вот такой вопрос. А почему он не разработан? Потому что я задавал вопрос, какие моменты они могут использовать для убеждений. Она говорит, мы будем просить их, чтобы они там приняли. Нет, вот вопрос был такой открыт. И на это Артем также спросил. Он говорит, какие методы убеждений
какие методы убеждения? Ну, что отвечает? Единственный намек на военное вхождение. То есть военное вхождение, то есть мы сегодня, грубо говоря, обсуждали военную интеграцию. То есть по логике, потому что изначального ничего сказано не было. Получается, мы обсуждаем военную интеграцию при любом раскладе, и это уже плохо, это уже говорит о том, что есть вероятность использования. То есть, надеюсь, меня поняли. Окей. Хоть кто-то, надеюсь, понял. И последний момент. Мы сегодня победили. Почему? Не потому что мы самые красивые в зале. Нет, нет. Не потому что мы самые умные. Нет, на самом деле, потому что первое правительство, первый спикер не справляется со своим функцией, справляется второй спикер, и поэтому ухудшает